Добрый вечер. Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор. С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Полная и достоверная статистическая информация является тем необходимым основанием, на котором и базируется процесс управления и организации здравоохранения во всех странах мира. Вся информация, имеющая медицинскую значимость, в конечном счете обрабатывается, анализируется с помощью медицинской статистики. В Якутии обработкой статистической информации не только занимаются специалисты Якутского республиканского медицинского информационного аналитического центра. И сегодня мы поговорим с директором центра Петром Никифоровым о том, какую пользу приносит статистика в медицине, а также о развитии данного направления на территории республики. Добрый вечер, Петр. Добрый вечер. Вот как мы, коллеги, называем вас ЕРМИАЦ, МИАЦ в других наших регионах страны, это такая структура, о которой чаще всего пациенты не слышат, многие не знают, а знают только специалисты, потому что к вам стекается вся основная информация о нашей деятельности. Расскажите немножко о работе центра, для чего он был создан и какую работу выполняет. Да, действительно, например, говоря о нашем МИАЦе, ЕРМИАЦе, который является структурным подразделением Министерства здравоохранения нашей республики, да, если говорить о первом блоке, да, нашей работы, это статистическая работа, она началась еще давно, в 1965 году был блок статистики, с этого времени, да, до 1995 года наша информационная система, работа была направлена на сбор, хранение и анализ данных, статистических данных со всех медицинских организаций. Да? И в 1995 году решением правительства нашей республики был организован медицинский информационно-аналитический центр Республики Саха-Якутия. С тех пор вот эта наша организация развивается и работает. Вторым блоком, конечно же, на сегодняшний день является это вот то, что информатизация, то есть цифровизация, да, с входом национального проекта «Цифровой контур» с 2019 года. Да, вот в части этого мы также работаем по цифровизации. И третий блок – это у нас сопровождение пациентов. Те пациенты, которые сопровождаются для получения высокотехнологической медицинской помощи, да, обращаются в наш единый центр поддержки сопровождения пациентов, который находится в Минздраве, но является нашим структурным подразделением, сталкивается с данным отделением. Более того, мы знаем, что еще и наши пациенты сталкиваются с нашим учреждением, когда звонят 122, который был организован в 2021 году. Глобальная цифровизация не обошла стороной и сферу здравоохранения, в том числе и обработку статистической информации, свод этих данных. Вот какие проекты по цифровизации системы здравоохранения реализуются у нас в республике? Да, конечно, как мы, наверное, все доктора, которые знают, и даже наши пациенты знают, да, что в последнее время говорят, что мы сидим перед компьютером и так далее, да, и цифровизация 2000-х годов уже к нам пришла. Помните, да, в Национальном центре медицины была медицинская информационная система Интерин, потом в РБ-2 это было ДОКА Плюс и так далее, ТМУМИС. На сегодняшний день основной деятельностью цифровизации, конечно же, является то, что цифровая трансформация здравоохранения. Да? И все медицинские организации мы переходим уже на единую медицинскую информационную систему. На сегодняшний день только не перешли на единую информационную медицинскую систему 12 арктических районов. И мы в 2024 году поставили, согласно решению главы нашей республики, контур полностью завершить, и в 2024 году все медицинские организации перейдут на единую медицинскую информационную систему. Более того, конечно, наши пациенты чувствуют это и по единым государственной информационной системе, РПГУ так называемой, да, а наши пациенты это пользуются по записи на прием к врачу через госуслуги, получение различных справок через госуслуги. Также еще знает и облачную поликлинику. Да? А мы, медики, знаем то, что мы можем проводить телемедицинские консультации друг с другом, как врач-пациент, как врач-врач. Да? И эти возможности у нас явились благодаря тому, что в стране реализуется проект «Цифровая трансформация».
цифровой контур единый, да, вот благодаря этому. Конечно же, вот статистические данные, которые мы на сегодняшний день собираем, они тоже также автоматизировались, да. Если раньше с талмутом бумаги все главные врачи, медицинские статистики, заместители главных врачей стекались в Ярмиац наш так называемый для сдачи годовых отчетностей, да, квартальных отчетностей, то на сегодняшний день это все уже практически автоматизировано. Вся база данных стекается к нам, сбор, хранение, аналитика проводится, а потом мы выгружаем его, наши данные уже в всероссийскую статистические данные. Да, поэтому ну, работа так проводится по части цифровизации. Вот про облачную поликлинику очень много было сказано, и действительно сейчас и я, как руководитель учреждения, могу подтвердить, что очень удобно стало внедрение и медицинской информационной системы в работу больницы, и когда туда подшиваются лабораторные исследования через определенные системы, и результаты анализа, вот как вот я потерял результат, уходит уже в прошлое, и врач сразу видит и обращение, и то, что человек сдавал, какие исследования проходил. Вот насколько сейчас этот проект себя зарекомендовал, какой у него есть рост в последующем, и как это отразится в целом на пациентах? Да, это очень важный вопрос, например, по части вопросам по отношению к пациентам, да, мы помним 2020 год, когда к нам пришел ковид. С тех пор, например, на самом деле, вот все, наверное, помнят эти QR-коды, эти вакцинации, да, результаты, которые приходят к личный кабинет госуслуги, да, пациенту. Это, конечно же, первое начало было вот цифровизация получения медицинских услуг для пациентов. Вот. А на сегодняшний день пациенты уже получают результаты своих анализов в госуслугах, они получают результаты рентгенологических исследований, тоже в госуслуге могут получить. Они также получают различные справки в госуслуге. А для врачей, конечно, это важно в том части, что на сегодняшний день у нас еще реализуется проект теле-ЭКГ. Вот. Все центральные районные больницы с помощью теле-ЭКГ там снимают, отправляют у нас кардиососудистый центр Национального центра медицины и проходит там, как говорится, интерпретация данных и результатов. Поэтому этот метод также зарекомендовал себя очень хорошо. Более того, когда мы проводим телемедицинские консультации, врач, например, да, мы видим все рентгенологические исследования. Это очень важно при инсультах, например. Да, мы можем проведенный КТ головного мозга, например, в Менинском районе, Нерюнгринском районе, мы можем интерпретировать уже здесь на уровне третьей больницы, да, и принимать соответствующие решения. Конечно, это помогает улучшить быстроту диагностики, принятия решений, да, и маршрутизации наших пациентов. Еще больше, вот как вы уже сказали, анализы, да, все лабораторные оборудование, которое у нас имеется, практически они все вшиты в лабораторную информационную систему. Сейчас уже активируется такая, проводится такая работа по централизации центральному архиву, по организации центрального архива лабораторных исследований, как подобию центрального архива медицинских изображений. Вот. Такой вот проект на следующий год тоже стоит большой, мы будем его внедрять. Ну вот если взять пандемию ковида, все-таки мы часто будем к ней возвращаться, потому что она научила нас очень многому, в том числе и активному применению и телемедицинских консультаций, и возможности выписки электронной листков нетрудоспособности, и там и МСЭ проходить можно было тоже дистанционно. В общем, то, что раньше считалось невозможным, вот как раз в пандемию стало возможным и сейчас активно применяется. Вот вы бы сами какой цифровой проект выделили, может, и не один, который вот хорошо себя зарекомендовал во время пандемии и до сих пор работает? Ну, как вы уже верно отметили, действительно, вот раньше мы листки нетрудоспособности получали, стояли в очереди, сначала выходили из кабинета врача, потом стояли на очереди в окошечке, да, в отдельном, а потом уносили это в бухгалтерию и так далее. Сегодня она зарекомендовала себя великолепно, да, полностью электронные листки нетрудоспособности сейчас вошли у нас в 100%, да, потом дальше у нас электронные справки о рождении, да, свидетельство о рождении мы получаем, то есть матери могут воспользоваться данной услугой, да, не ходя уже вот, раньше же тоже так было, да, справку получают в роддоме, потом идут в ЗАГС, получают, да, сейчас, в принципе, можно это сделать при даче согласия
на электронное свидетельство о рождении, родители могут получить его уже в госуслугах, вот, электронные. Вот это очень важная тема. Более того, вот, конечно, вот социальный проект — это совместная работа с медико-социальной экспертизой, да, которые вот федеральными соединены два портала. Мы сейчас можем проводить освидетельствование заочно. Если раньше это все было очно, сейчас можем заочно привести. И пациенты, конечно же, быстрее начинают получать. Конечно, в первое время, когда все это заводилось, были определенные трудности, но на сегодняшний день эти трудности уже, слава богу, исчерпали себя. Мы уже переходим на другой этап, то есть мы по МС уже переходим, как вот индивидуальный план реабилитации уже вводится онлайн. Да, и на следующий год, тоже вот с ноября этого года, и вот так называемое ИПРА, для пациента, наверное, они все очень хорошо знают, оно будет внедряться уже электронно. То есть если раньше медицинские работники, проводя какую-то реабилитационную часть, должны были отчитываться опять талмудом этих огромных количеств бумаг перед МС, да, что проведенной реабилитации, теперь это уже будет автоматизировано и уже оцифровано. Вот. А как вы перенимаете вот к опыту коллег из других регионов? Может, есть какие-то такие передовики производства, у которых можно чему-то поучиться? Я знаю прекрасно, что и у нашего ермятца много чему учится. Да, действительно, как и любое вот развитие, оно требует определенного взаимообучения. Да? Мы с коллегами со всей страны принимаем опыт по определенным, например, направлениям. Да? Мы у Ханты-Мансийского, например, берем опыт, да? У Татарстана берем опыт, у нашего Перми берем опыт, потому что это родина нашей РТМИС. Вот. И, соответственно, в стране проводятся огромные мероприятия, например, вот, информационные технологии в медицине. Вот недавно мы приехали с большой командой, ездили республиканские, да, информационные медицинские технологии, большой итоговый конференция проводится ежегодно, двухдневная, и там мы разговариваем о самых насущных проблемах, на самом деле, цифровизации. Более того, уже говорим о планах на следующий год и какие планы мы должны внедрять в следующий год, да, и проводим обмен опытом, и таким образом мы развиваемся. Ну вот статистика, да, это, ну, наверное, один из тех направлений прикладных наук, которые всегда вызывают споры. Ну вот я еще из своего курса помню в институте и так далее. Статистика наука точная, но цифры в ней ложные. Вот насколько в вашем случае эти цифры правдивые, кто вводит эту информацию, какими инструментами она обрабатывает? Что можно говорить, что да, есть какая-то погрешность, но тем не менее тренд она четко показывает. Ну, конечно, статистика является мировая, да, система обработки данных, обработки и анализа данных. Соответственно, имеются определенные стандарты для того, чтобы отклонений не было. Да? Мы все, например, если по врачам говорить и научным людям, это доверительный интервал. Мы все понимаем, 95% это правда, 5% может быть какие-то отклонения от нормы, да? Но которые относятся к норме. Но, тем не менее, на сегодняшний день статистику мы собираем автоматизированно со всех медицинских учреждений. Более 170 форм статистической отчетности существует, собирает Министерство здравоохранения Республики, передаем мы это в здравоохранение, и все эти 179 форм, статистических форм, они друг друга контролируют. То есть, если одна форма не проходит, то, соответственно, отчет не будет принят. Таким образом, мы снижаем недостоверность данных, да, и, конечно же, контролируется все. И появлением, вот опять-таки, да, вот нашего единого медицинской информационной сети, как мы называем в объединенности РТМИСа, мы можем контролировать уже введенные данные. Да, то есть, открывая истории болезни, мы можем, если нас вызывают какие-то озабоченности по той или иной цифре, мы можем открыть электронную медицинскую карту пациента и можем уже сверить четко уже. Да? Вот. Но, как говорится, на сегодняшний день все исследования, научные исследования, научные открытия
проведены только благодаря большому массиву данных, да, рандомизированные исследования, которые, да, мы же должны четко пояснить, и все они основаны только на статистических наблюдениях. Или это ретроспективно, то есть мы смотрим о проведенных лечениях и так далее, это есть по лечению, да, или проспективные, это уже собирая уже массив данных о пролеченных людях, мы можем говорить об эффективности или неэффективности любого молекулы препаратов, да, лекарственного препарата, той или иной методики диагностики, того или иного метода лечения, да, благодаря только статистике. Поэтому в 21 году, сейчас в 21 веке уже говорят, что статистика, тот, кто имеет большие данные, это новая нефть 21 века. Почему? Потому что только благодаря огромному массиву данных на сегодняшний день мы можем говорить об искусственном интеллекте. Просто без массива данных искусственный интеллект, машинное обучение не может произвестись. Поэтому у кого имеется больше данных, тот владеет нефтью 21 века. Вы, безусловно, работаете с республиканскими министерствами, в том числе, которые отвечают за цифровизацию. Как выстроена работа с Министерством инноваций? Потому что мы прекрасно понимаем, что любая цифровизация, можно сделать огромное количество программных инструментов, их насытить там умными данными и обработкой, но если нет банально интернета, то ничего у нас не получится. Абсолютно. Самое главное, у нас в республике с 2019 года имеется республиканский штаб цифровой трансформации, который руководит наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев. И туда входят все министерства и ведомства нашей республики, в том числе и наш Минздрав, да, в части своей цифровизации деятельности. И, конечно же, мы без Министерства инноваций и цифрового развития республики не можем отдельности работать. Мы совместно отрабатываем множество проектов, да, а самое главное по сети, о которой мы говорим, мы на сегодняшний день в нашей республике, кроме 12 арктических регионов, везде доведено ВОЛС, то есть оптоволоконная интернет-система, благодаря которому мы можем внедрять цифровые технологии и в нашей отрасли, да, в здравоохранении. Последний ВОЛС, оптоволокно, дошло у нас до Анабарского района, да, с Аскалаха, более того, до Юринхая. Да, мы уже начали процедуру подготовки к переходу к единому МИСу, да, и, как мы уже глава республики озвучил, что синергия Севера уже в ближайшем будущем охватит ВОЛСом все наши арктические территории, что позволит, конечно же, охватить и оконтурить единым цифровым контуром в части здравоохранения. Также мы, конечно же, очень хорошо работаем с Республиканским центром информационных технологий, также в обществе говорят РЦИТ, да, и совместно отрабатывая, только совместными усилиями мы все эти проекты сделали. Как например, мы помним, да, 122, да, единый колл-центр, когда открывался этот колл-центр 122 по всей стране, и в том числе нашей республике. Это благодаря совместным действиям Министерства здравоохранения, да, министра Лена Николаевна, с Министерством инноваций и цифрового развития, да, Анатолий Скалонович, РЦИТ, и под четким руководством Ольги Валерьевны Балабкиной это было развернуто за 2 дня. Это показатель, когда командная работа действительно все вместе, только для наших пациентов, чтобы улучшить доступность и качество медицинской помощи, это было сделано. Поэтому этот проект сейчас разворачивается. Мы уже начинаем 122 подключать не только городские медицинские учреждения, мы начинаем уже подключать к центральным районным больницам, да, что, учитывая то, что за 2 года реализации данного проекта мы увидели великолепный результат. Да, то есть он пользуется большим спросом у населения, имеет определенную эффективность, учитывая то, что мы имеем уже полученные данные, да, то есть о пропущенных звонках и так далее, да, мы можем управлять этими данными. Поэтому мы не теряем, когда пациент звонит, даже не пациент, а житель, если хочет получить какие-то медицинские услуги, если звонить через 122, мы их не теряем. То есть если это был пропущенный звонок, мы можем перезвонить, спросить, что пациента или жителя нашей республики, какие проблемы стояли у него, и можем решать уже
локально. В июне 2023 года состоялось большое мероприятие, форум «Цифровое здравоохранение. Устойчивое развитие к новым условиям». Вот там как раз поднимался вопрос на переход на безбумажный документооборот. Ну, опять же, из моего опыта, да, с учетом того, что, допустим, в офтальмологической больнице, с учетом того, что у нас особенная специфика деятельности, у нас огромное количество и стационарных карт, и амбулаторных карт, потому что количество пациентов у нас очень большое, у нас госпитализация плановая несколько иная, чем у наших коллег из той же там республиканской больницы 3 или республиканской больницы номер 1. И вот этот ворох архива данных, он, конечно, очень большой. И мое там первое желание, конечно, это все давно уже цифровизовать, но меня там останавливает ряд таких мелких моментов, да, как согласие пациента, да, там где-то шаблон не подходит. Вот в целом, как в республике эта работа идет, насколько вы считаете, мы продвинулись вперед, и через сколько лет, возможно, или, может, месяцев даже, мы перейдем на электронный документооборот в истории болезни? Да, на самом деле с 2021 года практически уже начался электронный документооборот, да, по части, некоторым части, вот, например, по анализам. Да, мы получаем анализы, результаты анализов уже электронно, результаты рентгенологических исследований электронно. Да. Вот мы перешли уже по части вот, листков нетрудоспособности, по МС. Да, вот, и таким образом, мелкими шажками мы идем. Конечно, впереди это же вот, оказание медицинской помощи, так называемое медицинских услуг, оно же межведомственное, да, то есть тут задействованы не только медицинские организации, тут и у нас наши проверяющие органы, да, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, более того, это у нас территориальный фонд обязательного медицинского страхования, страховые медицинские компании, да, вот когда мы потихонечку приведем порядок нормативно-правовых актов, законов, то есть, да, для того, чтобы полностью перейти к электронному документообороту, мелкими шажками мы начнем переходить уже полностью. Я не скажу, что мы в следующем году полностью перейдем электронный медицинский документооборот, но в данном направлении уже работа ведется. То есть мы сейчас будем подписывать соглашение с страховыми медицинскими компаниями, то есть и территориальным фондом обязательного медицинского страхования, чтобы часть каких-то реестров уже проверялись именно через автоматизированное рабочее место, через наш РТМИС, например, да, они могут уже так проверять. Для них будет создан специальный АРМ, так называемое автоматизированное рабочее место, которое вот, на которое пациент даст свое согласие, когда получает полис страховой, да, и ему будут доступны те данные только. Да, вот поэтому мы потихонечку должны к этому двинуться. Наверное, мы в 2025 году, в конце года, наверное, может быть, мы большей части документооборота переведем к электронной медицинские документы. Тогда у нас архив будет уже в ЦОДах, да, то есть уже виртуальные архивы будут. Но для этого также надо подготовиться, потому что это огромное количество объемов хранилищ должен быть, да, у нас в республике. Они должны быть четко защищены от кибербезопасности, чтобы ни одно утечек и данных и так далее не было, да, ни один медицинский документ не был потерян, да, что может быть чревато для пациента. Но по этому вопросу планомерная работа, в общем, идет. А делаете ли вы конъюнктурные обзоры деятельности медицинских организаций? Что входит в такой анализ? Да, конъюнктурные обзоры мы делаем для Министерства нашего здравоохранения, да, для нашей главы правительства, когда они выезжают по каждому району, мы уже конъюнктурный обзор отдаем им в руки. Да? То есть туда входят и демографические показатели, и показатели по заболеваемости, показатели по смертности, по рождаемости. Да? И более того, мы там же смотрим уже эффективность работы медицинских организаций, да? Оборот коечного фонда, посещения, разовые посещения, выполнение планов, поставленных на начало года, да? Исполнение этих планов. Поэтому вот конъюнктурные обзоры, они оперативные данные. Они не являются как бы четко статистическими, да, которые вот мы через год получаем, да, вот, а оно является вот оперативными данными для того, чтобы четко принять управленческие и организационные решения той или иной медицинской организации. Вот такие обзоры мы готовим, и на каждой медицинской организации уже заранее подготовлены конъюнктурные обзоры.
Вот в поликлиниках Якутска начали работать свои представители МФЦ. Они помогают зарегистрироваться в госуслугах, также получить информацию о цифровых сервисах. Вот такая работа началась с мая 2023 года. Какой-то есть уже промежуточный итог? Насколько вот удалось вместе с МФЦ и с нашими пациентами, и с поликлиниками объединиться, и какой-то эффект дает? Да, это великолепная история, да, вот почему? Потому что МФЦ — это государственные услуги, это носители ЕПГУ, о которого мы говорим, да, на сегодняшний день. Они помогают в первую очередь, конечно же, записаться через систему госуслуг, да, то есть они образовывают наше население, наших пациентов или жителей, которые обратились за медицинской помощью в поликлинике. Они обучают, как правильно записаться через портал госуслуг, как правильно прикрепиться через портал государственных услуг. Да, конечно, эта работа ведется, и мы благодарны руководству МФЦ за то, что они к нам пошли навстречу и реализовывают данный проект. Да. И не только они работают у нас и в поликлиниках, да, например, они обучили наших медицинских работников в первую очередь и у себя в МФЦ, у себя в мои документы, так называется, да, сейчас, они уже рекомендуют нашим пациентам, жителям республики, да, вот, пройти, записаться, обследование пройти через и так далее, через запись в госуслугах. Поэтому это очень хорошая история, это образовательный ценз, во-первых, да. Мы должны же все привыкнуть. Сначала же любое начало приводит сначала отрицание. Ну, это да. везде и всюду. Да, потом, как называется-то, отрицание, потом мы... Принятие самое главное. Потом только доходим до принятия, сначала отрицание, а потом, ну, в конце концов, принимаем. И даже по своим опытам, да, мы сами помним, как мы начали из бумажных историй болезней, да, переходили в электронную историю болезни, как мы сопротивлялись, да, руководство больницам, это невозможно, это столько времени, да, а сейчас как мы можем, да, если нам ручку дадут и историю болезни дадут, мы скажем: ой, извините, не хотим так работать. Ну да, вот и как раз в продолжении этого разговора, почему это очень важно для пациентов, потому что есть возможность у каждого из нас, если у нас есть регистрация на госуслугах, есть соответствующий подтвержденный аккаунт, есть согласие на получение информации по здоровью, то вся ваша информация, в том числе вот выписки, которые чаще всего теряются, потом идут запросы в медицинские организации, потом все ваши посещения, результаты анализа. Вот, например, по ковиду четко приходит, сдал анализ, и уже в госуслугах пишется: вот у вас, значит, результат такой-то, такой-то, и вы там можете или спокойно на работу посещать, или же все-таки ограничить свои контакты. Но тем не менее этот механизм работает. Конечно, у нас очень много пожилых людей, которые посещают лечебные учреждения. Им пока не всем легко заниматься вот этим порталом госуслуги, но тем не менее вот эта работа идет, и если вы заботитесь о том, чтобы вот у ваших родственников бумаги все не терялись, просто подключите их к госуслугам, будет возможность и записаться к врачу, и получить все необходимые данные. И этот механизм очень активно работает. Ну вот по поводу проекта медпомощи летающих докторов, да, все-таки у нас активно и Арктику все охватили наши коллеги, и так у нас бригады выезжают по районам республики. Вот насколько меньше стало сложных случаев после визита таких бригад в отдаленные районы, ну и плюс все-таки это еще и телемедицинские консультации включаются. Да, вот это тоже огромная работа на самом деле. Вот нашей главы Республики Саха-Якутия, да, вот, которые вот летающие доктора, они объездили практически всю территорию, арктической территории зоны, да, и как мы видим эффективность, да, их работы, это, конечно же, выявление заболеваний на ранних стадиях, то есть не допустив его к осложнениям. Конечно, сейчас год только проходит, да, реализация данного проекта. Мы уже видим вот хорошие показатели того, что вот уже спасенные жизни, да, даже возьмем ту же онкологию, да, вот выявляемость на первой-второй стадии, оно более 60%. Это уже великолепный результат, да, то есть это практически все спасенные жизни. Если бы этих бригад не было, возможно бы эти люди мы выявили на 3-4 стадии заболевания, и, конечно, лечение бы принесло бы ну, огромные сложности для самого пациента, так и для всей системы здравоохранения. Поэтому
этот показатель очень хороший. Более того, выявлены такие заболевания, как гипертоническая болезнь, да, которая приводит потом к инсультам и так далее, разным сердечно-сосудистым катастрофам. Сахарный диабет, который вот, уже начали выявлять, да, второго типа, скрытые болезни, которые потом несут огромный ущерб на самом деле здоровью населения. Поэтому выявление таких социально значимых болезней, которые являются долгоидущими хроническими заболеваниями, они помогут, конечно, улучшить здоровье граждан, проживающих там, на Арктике. Мы этот результат уже видим, да, потому что, как мы говорим, в статистике всегда говорят: ой, заболеваемость выросла. Это двоякое понятие. Хорошо. Да, это всегда хорошо. Мы считаем, да, это эффективность работы системы здравоохранения. Поэтому заболеваемость благодаря к ним выросла. Потом, более того, мы смогли, благодаря тому, что наши специалисты уже съездили, посмотрели, каждого из них уже получили согласие, второе сопровождение можно провести уже через телемедицинские технологии. То есть мобильные бригады, арктические мобильные бригады уже могут телемедицински их уже контролировать. То есть назначить уже анализы, назначить коррекцию лечения. То есть уже пациент, не выезжая еще раз в город Якутск для того, чтобы провести коррекцию лечения через 3 месяца, через 6 месяцев, да, уже может получить медицинскую помощь уже отдаленно через телемедицинский. Тоже, конечно, большой эффект и удобство для пациентов. Вот чуть-чуть отвлекусь от темы, ну, как в продолжение, да, вот как раз по повышению заболеваемости все-таки Петр до этого работал в онкологическом диспансере достаточно долгое время, и вот у нас любят всегда обсуждать: ой, заболеваемость онкологии где-то там выросла, ой, вот тут где-то выросла. Ну, давайте все-таки развеем миф по поводу нашей заболеваемости в целом онкологии в республике, что у нас не выше уж точно всех показателей, в том числе российских, и вот особенно сейчас я же наблюдаю тоже статистику. Сейчас арктические бригады активно начали ездить, и онкодесанты, в том числе в арктический регион, и там пошла заболеваемость вверх. И все: ой, у нас онкологии в Арктике много. Но на самом деле просто диагностировать стали лучше. Абсолютно верно, да. Почему? Потому что и на самом деле у нас не такая уж и плохая картина по заболеваемости онкологии в республике у нас, да. Наши показатели ниже, чем Российской Федерации, да, более того, Дальневосточного федерального округа. И оно держится уже десятки лет на одном практически уровне, да, немножко повышается, немножко снижается, но это говорит об общей заболеваемости, да, то есть на 100 тысяч населения стандартизованный показатель, специально проверенный, да, но вот в арктической территории, конечно же, когда мы повышаем качество медицинской помощи, повышаем доступность диагностических процедур, вот проводим различные акции, да, конечно же, они немного могут повлиять на увеличение. Да? Потом, как мы, да, мы все же люди. Раньше у нас, если только были газеты, информационный повод, и телевизор, да, где об этом не говорилось. На сегодняшний день мы каждый раз видим социальные сети, заходим, видим, кто-то там заболел, денег просит и так далее. Да, и так, вот это вот все информационный шум, это огромное количество информации, которое мы считаем в социальных сетях и так далее, создают фон, да, мнимый фон, то есть иллюзию того, что вот очень много народу болеет онкологией. Да. Слава Богу, это не так. Хочется сказать, да, заболеваемость у нас держится на достаточно низком уровне, чем российские показатели, да, и если по возрастной структуре, да, также омоложение такого сказать, что такого нету. Угу. То есть стандартно, как и во всем мире, рост заболеваемости онкологии начинается с 55 и плюс. Да, и пик доходит до 65-70. Поэтому в этот возраст и с этого возраста, с 50 лет, у нас вот государственная программа диспансеризации определенного групп взрослого населения определяет уже определенные механизмы диагностики, скрининга, да, онкологических заболеваний. И поэтому каждый, кто уже старше 50 лет, даже моложе 50 лет, должен относиться к своему здоровью бережно, проходить обязательно вот, диспансеризацию, обязательно профилактические осмотры, да, и, конечно же, не заниматься самолечением, а обращаться к нашим медицинским учреждениям, да, для того, чтобы получить качественную и качественную консультацию по своему здоровью. Ну, в завершении последний вопрос. Вот,
по-моему, в 2022 году, да, начал активно работать портал «Здоровая Якутия». Он объединил все сайты медицинских учреждений нашей республики. Вот что это за проект и какое у него будущее? Это великолепный проект, который придумали, объединив все медицинские порталы. Мы знаем, да, как вы уже сказали, очень много порталов и так далее, все сайтов, да, медицинских услуг, которые мы можем получить, оно объединены в один сайт, называется ER14. Да, туда мы заходим, проваливаемся, можем записаться к врачу, можем посмотреть, где свободные талончики имеются, да, можем также посмотреть сайт больниц, да, об оказываемых услугах медицинских. Более того, там еще можно, ну, информационный блок есть, да, вот по профилактике тех или иных заболеваний, и форум, да, там имеется. Поэтому это хорошая история, надо чаще пользоваться. Более того, у ER14 нашего, да, имеется, вот если мы записываемся через ER14 к врачу, если нашему врачу, которому определенно мы хотим записаться, там очередность, да, на сегодняшний, ну, да, на 14 дней у него заполнен график, если мы запишемся к нему через ER14, он при освобождении свободного талончика нас посадит освободившийся талончик и предупредит это через СМС. Поэтому это великолепная история, необходимо пользоваться. Уважаемые телезрители, пользуйтесь электронными государственными услугами. Считайте, что это пожелание в завершении нашей беседы от руководителей ЕРМЯЦ. Я напомню, что у нас сегодня в студии был руководитель Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Петр Никифоров. Мы говорили в целом о статистике медицины, о работе учреждений, о том, как развивается цифровизация здравоохранения, о том, какие есть возможности у наших пациентов записаться к врачу, получить необходимую консультацию. Поэтому я благодарю Петра за то, что он нашел время и пришел к нам в студию. Безусловно, пожелаем успехов в работе. Важная работа и нужная. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях». Проект «Мой доктор» подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15, также повтор на канале «Якутия-24». Мы рассказываем то, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Здоровья и всего самого доброго. До свидания.